Клаудия. Далее о культуре. Завершилась первая неделя 33-го международного оперного фестиваля имени Федора Шаляпина. Ежевечерне в фойе можно увидеть немалое количество узнаваемых лиц. Это представители власти, банковской системы, главы районов и городов республики, лица казанского эстеблишмента и так называемые медийные лица. За годы существования праздника голосов у фестиваля уже сложилась своя постоянная зрительская аудитория, как, впрочем, и у балетного Нуриевского фестиваля, который проходит ежегодно в мае. О новых лицах Шаляпинского и незабываемых историях, рассказанных со сцены, в специальном репортаже нашего культурного обозревателя Дмитрия Пивоварова. 26 августа давка у Казанского городского театра настолько была сильна, что одну женщину даже подняли на воздух. Как и 140 лет назад, в день первого оперного спектакля в Казани, а это была «Жизнь за царя Глинки», волнение возле касс не уменьшается. Так сложилось, что февральские вечера в опере стали естественной страничкой в жизнедеятельности наших горожан. Впрочем, кому, естественно, повезет. На открытии фестиваля этого года побывал и Рустам Минниханов. Президент нашей республики увидел «Турандот» – невеселую историю о человеческой хитрости, придворных интригах, коварной принцессе и принце Калафе, который разгадывает 3 сложных загадки. Зал, который я увидел, он показывает, насколько наши люди гордятся нашим театром, насколько желанием они пришли. И то, что выбрали эту постановку, наверное, не зря здесь, тем более есть и подоплека такая. Каждый вечер театральной продукции проходит как сквозь строй. Ею восхищаются или отвергают, умиляются или иронизируют. Анатомируя, кажется, все. От внешнего вида исполнителей до их вокальных способностей. У каждого свой взгляд. Специально приехавшие в Казань европейские прокатчики знают, где и как может выстрелить та или иная изюминка международного музыкального рынка. Европейские зрители любят эту труппу более 20 лет. Я считаю, что такой успех определяет прежде всего крепкая организационная система. Это очень важно для проката в европейских странах. Культура будет существовать всегда при любых катаклизмах и неурядицах, казалось бы, и никакой рост цен не остановит этот контакт. Кстати, об организационной системе. Автор этих строк помнит и свое время молодое, и годы учебы в университете, когда мы бегали после лекций в театр, покупали по 40 копеек билеты на последний ярус и просто пересаживались в партер. В зале могло быть и не более 30 зрителей. Театр пережил и такое. Несомненно, изменение художественно-административной системы в конце 80-х годов прошлого века сделало свое дело. Решение задачи всегда было вот какой-то составной частью моей жизни. Мои родители, вот парадоксальная вещь, мать была певица известная, а отец партийный работник. И они мне практически, вот в решении в школе, когда я учился, они мне не помогали. И я никогда не помню, чтобы я не мог не решить какой-то вот задачи. То есть, если даже с вечера вот не получалась какая-то задача, вот я утром просыпаюсь и все равно эту задачу решаю. Ну давай, нападай. Тогда я нож не потеряю, мне надо нож потерять, чтобы потом... Ежегодно на Шаляпинский приезжают и проверенные временем солисты, и начинающие мастера сцены, которых уже через год можно услышать на лучших площадках мира. Заведующий труппой театра, оперная певица Светлана Смирнова может выстроить свой психологический рисунок типов и характеров фестиваля. Кушают они сами, но традиционно на фестиваль мы всегда предоставляем им машину на репетиции перевозим, отвозим, и на спектакле то же самое. А так, чтобы вот дайте мне такую вот гримерку или вот поставьте мне такую марку воды, такого нет. Ну, единственное, что вот расскажу, завтра у нас будет петь молодой тенор из Италии Дарио де Вьетри. Вот буквально пару дней тому назад он высказал такое пожелание: нельзя ли мне гримерку с потолком чуть-чуть повыше. Для меня это, конечно, было так необычно. А начальник костюмерного цеха Диляра Саберзянова уверена, что и последний штрих перед выходом на сцену самый цепкий и настраивающий певца на успех. Оперные приезжают без костюмов, и мы полностью обеспечиваем их костюмами, наш театр. Балетные, конечно, они привозят свои в основном. Для меня очень-очень сложный был «Папе Рене», пел Бориса Годунова. Но он сам по себе капризный. Ну ничего, нашли мы общий язык с ним. Матвиенко к нам еще молодым приезжал, потом он стал руководителем балета, по-моему, в Киеве.
Дацишин тоже во многих спектаклях. Ну, оба душечки прямо. Гости и участники по-разному готовятся к фестивалю. Вместе с педагогом по вокалу, или, как говорят в Европе, коуч, Александра Биччи готовит свою премьерную партию Джильда Вриголетто, солистка татарской оперы Венера Протасова. А вот новый гость Аннунциато Вестри в партии Амнери Сазаида сначала готовит роль по видео. И счастлива, что ее сравнивают с великой итальянской актрисой Анной Маньяни. Анна Маньяни, assolutamente. Я обожаю Анну Маньяни, итальянское кино прошлых лет. Я не люблю современные фильмы. Мне нравится Эдуардо де Филиппо, итальянская комедия «Масса», комедия «Дель Арте». Люблю Пульчинелло. Для меня это настоящая Италия. Блондинка Кармен и брюнетка Микаэла тоже что-то из области фишек. Впрочем, европейская традиция последних лет только помогает. Если женщину лишают волос, она лишается половины красоты. И, конечно, работать в парике очень трудно и неудобно, потому что сразу же получается, что половины своей красоты она лишена. Вот. Дань моде работать со своими волосами уже давно началась с Европы, естественно. Уже, наверное, лет 10 идет. Фестиваль в самом разгаре, посему открытие и удивление еще будут посещать нас в течение следующей недели. Дмитрий Пивоваров, Роман Фенин, телеканал «Эфир».